Сейчас мы предоставим слово имаму селения Кармаскала Сатруддин Хаджи. Бисмиллахир рахманир рахим, альхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля ашрафил мурсалин, сайидна ва сайидил аламин, Мухаммади ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Амма ба'ду, ассаламу алейкум, дорогие братья и сестры. В первую очередь хочу поблагодарить вашего имама Мурада, дай Аллах, чтобы ему и здоровья, и многих лет здоровых, и Аллах. Как вы знали, если вы знали, как Мурад вас любит, и если вы, как Мурад вас любит, если вы тоже, если вы любили, думаю, это джамаат из Дагестана, так сказать, в Дагестане, наверное, первым местом, наверное, было. Дай Аллах ему здоровье и всем окружению тоже. Хочу объяснить, что было и заранее хочу, конечно, сказать, у нас и ошибки тоже будет, наверное, на русском, но, иншаллах, суть не в этом, конечно. Хочу рассказать автобиографию наших больших алимов. И какая связь между суфиями, между мазхабами и между имамами акиды. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в первую очередь, на первом степени, второй идет Абу Бакр Сиддик, радийаллаху анху. Это я вам считаю сильсила нахшбандийского тариката. Второй человек после Абу Бакра идет Салман аль-Фариси. Потом идет Касим. Касим кто это? Это внук Абу Бакра Сиддик, радийаллаху анху. После идет Джафар ас-Садик. Джафар ас-Садик тоже является внуком Касима. Получается, это Джафар ас-Садик, правнук, получается, Абу Бакр Сиддик, радийаллаху анху. Имеется в виду в сильсиле тарикате четвертый человек. Джафар ас-Садик считался из 7 наилучших, наисильных алимов, считался в Медине в свое время. Имам Джафар. От имама Джафара у него учились 7 самые большие алимы, тоже у него учились. Это первый, кто самый лучший из них, Абу Ханифа. Смотрите, Джафар ас-Садик устаз, шейх, от него учится имам Абу Ханифа, имам Малик, имам Thаури, Яхья бин Саад, Вабн Джурайдж, Вабн Уяйнат, Ваби Аюбу Сиджистани. Это 7 алимов наисильнейшие, которые учились у имам Джафар ас-Садик. Это сам тоже Джафар ас-Садик считался из устазов больших. Смотрите, имам Мазхаба учится, урок берет от устаза. Смотрите, у имама Малика учился наш имам Шафи, радийаллаху анху. У имам Шафиа учился имам Ахмад. Смотрите, от устаза берут мазхабы алимы, от мазхаба свои же мазхабы, а потом дальше. У имам Шафиа учились самые, которые известные 4 алима. У него и много было, но 4 самые известные. Это первый, имам Ахмад, у имам Шафи учился. Потом Абу Thаур, у имама Шафи учился. Потом Абу Али Зафирани и Абу Али Карабиси. 4 алима, которые у имама Шафи учились. Второй человек, Абу Thаур, учился у него имам Бухари. Смотрите, имам Бухари кто был? Это имам Шафиа, ученик. Имам Муслим тоже учился у имам Ахмада. Получается, имам Шафиа ученик, имам Муслим тоже. Тогда вы мне скажите, имам Бухари, имам Муслим, получается, могут ли они противоречить своим же учителям? Нет, конечно. Из-за этого мы от этого понимаем, что от устаза учились мазхабы, от мазхаба имама учились и мухаддисы тоже. Имам Ахмад говорил, хафизту альфа хадисин. Я, говорит, наизусть знаю, имам Ахмад говорил, 1 000 000 хадисы. Альфа хадис. 1 000 000 хадисов наизусть знал имам Ахмад. Имам Муслим, его же ученик, говорил,
100 тысяч сахих хадис, я, говорит, наизусть знаю, и 200 тысяч заиф хадис. Говорит, получается 300 тысяч. Смотрите, я почему это говорю? Потому что есть у нас некоторые люди, которые говорят, когда им говоришь, объясняешь, имам Шафи сказал это мас'але вот так. Он спрашивает, как будто он лучше знает, а имам Бухари, там хадис есть, интересно. Я вам объясняю, я говорю, от имам Бухари учитель получается, этот имам Шафи. Из-за этого между ними разногласий не было, так что знаете хорошенько. Кто не знает, пожалуйста, я вас попрошу, читайте ильму, читайте автобиографии наших больших алимов и историю ислама читайте. Проблемы все решается там. Имам Ахмад говорил, «Лауля шафи'а ма арафна фикх аль-хадис, ва кан аль-фикх куфран аля ахлихи, хатта фатаха Аллаху бишафи». Имам Ахмад говорил, мы, говорит, не знали, какой хадис сахих, какой хадис заиф, какой хасану заиф, или же самый муттафакун алейк, мутаватир. Мухаддисы, короче, сказали, если, говорит, если имам Шафи не был бы, мы, говорит, хадис какой заиф, какой сахих, мы, говорит, не знали. Так что, знаете, про хадисов, который написал какой сахих, какой заиф, это первый, кто написал, это имам Шафи. Это мазхаба имам. Так что мухаддисы и мазхаба алимы, они все равны, они все ученика, друг друга они учили, друг друга они уважали. Вот так. В чем проблема? В основном проблема бывает за то, что уммат, весь уммат, не Дагестан, не Макка, не Мадина, а я говорю, весь уммат, вся мир, они единогласно говорят, что имам Таухида, имам Акида, только 2 человека. Имам Аш'ари и имам Мансур Матуриди. Вот эти 2 человека. Проблема в чем бывает в акиде наших братьев? Потому что они не по этой пути идут. Не по всему, который уммат, который согласился, вот 2 имама, когда по другим акида идут, вот с этого начинается и проблема. Весь уммат единогласно говорят, что фикхи, шариат и алимы только есть 4 мазхабы. Имам Абу Ханифа, имам Малик, имам Шафи, имам Ахмад. И имам Суфия, тарикатский имам, который все хукму, который на него ссылаемся, это Джунайдуль Багдади. Проблема бывает когда мы не по этому пути, когда идем, вот только тогда и бывают и наши проблемы. Еще вам объясняю, что и мухаддисы, и суфии, и мазхаба алимы, они все были в то время, когда пророк, алейхиссалату вассалам, про них сказал, «Хайрул куруни карни, сумма алладина ялунахум, сумма алладина ялунахум». Самый хороший век – это мой золотой век, 100, потом второй 100, потом 3. Вот именно в 300 лет находятся и мазхабские алимы, и тарикатские, и акида, которые. Так что, если не знаете, еще раз повторяю, то, что не знаете, не надо говорить. И имам Умар Асаба говорил, мне, говорит, не стыдно. То, что я не знаю, говорит, не знаю. Дайте свои эти... Бывает, например, кто-то машины хорошо разбирает. Есть, который в стройках хорошо разбирает. Есть кто-то в чем-то... Аллах ему наделил над этим именно. Из-за этого ильму Аллах дал некоторым людям. Дайте, пожалуйста, это хукму решат именно алимам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.